Уулум, карачы, атаң кандай адам экенин, биз атаңды ушундай жакшы көрүп сыйлачу элек го. Кылган кылыгын, видеолорун көрдүңбү? Мыкачы, банги дагы мынчалык урбайт. Жөн эле урса мейли эле. Аял кишини уруп жаткан видеосу социалдык тармактарда тарады. Айрым маалыматтарга караганда 8 ноябрь күнү саат 13:50 чамасында коюлгон видеодо көргөндөй, башына сүзүп, андан соң башка көзгө ургулап, артынан калбай бир топко чейин салган. Келген албетте досу менен учурашканы келген ал. Мен аны тааныбайм, ал досун. Ал мага менин досум болуп деп тааныштырган эмес, тааныштырган жок. Расскажи про свою маму. Моя мама очень добрая. Она с самого детства меня с денег не жалела. Она с моей сестрой очень нас любит сильно. И я ее очень сильно люблю. Расскажи про свою маму. Как ты ее сильно любишь? Я ее люблю, потому что она для меня готовит, меня любит. Мне помогает по урокам. И иногда она со мной разговаривает. Ага. И мне весело. Моя мама, она добрая, хорошая, умная. И у нее глаза красивые. Кто для тебя мама? Это очень важный человек в моей жизни. Ты ее уважаешь? Да. А ты уважаешь ли своих одноклассниц? Ты молодец. Кто такая женщина? Но она девочка. Девочка. Взрослая. Почему ты ее любишь? Потому что она моя мама присматривает и У нее красивая улыбка. Расскажи про ее улыбку, про нее, какая она. Она красивая, а еще улыбка милая. Привет. Кто для тебя мама? Моя любимое слово, и он очень сильно любит меня, я тоже очень сильно люблю. О, ты молодец. Я уважаю своих родителей, О, еще уважаю. уважаешь других учителей. Да. Своих одноклассниц уважаешь? Да. Хорошо относишься? О, ты молодец. Так. Важна мама в твоей жизни? 100%. 100% ты? Что ты делаешь, чтобы мама почувствовала любовь с твоей стороны? Я его люблю. О, ты молодец. Ты петь. Несомненно, сильное влияние на развитие ребенка оказывают его родители. Именно они являются образцами поведения. И те поступки, которые совершают мама и папа, являются для детей примерами правильных и неправильных действий. Каждый из нас имеет пример родительских взаимоотношений, но не всегда он несет в себе любовь и взаимоуважение. Огромное количество детей в мире ежедневно становятся свидетелями насилия в семье. Если вы и ваш ребенок находитесь в ситуации домашнего насилия, обращайтесь за помощью. Это не слабость. Помните, что это будет говорить о вашей силе духа и желании изменить свою жизнь и жизнь ваших детей к лучшему. Существует ряд простых действий, которые помогут разобраться, что делать в ситуации, когда насилие происходит в семье. Первое.
Постарайтесь не изолировать себя от своего социального окружения. Поддерживайте тесные отношения со своими друзьями, родственниками и соседями. Второе. Обдумайте, каким образом вы можете связаться с полицией. Помните, что в полицию вы можете позвонить в любое время, бесплатно. Третье. Храните необходимые номера телефонов и документов в легкодоступном для вас месте на случай, если придется срочно покинуть дом.